Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, разрешите всех вас поздравить с наступающим годом, Новым годом. Хочу пожелать вам прежде всего крепкого здоровья, успехов. И разрешите небольшую информацию предоставить вам, к вашему сведению, как работал парк, как начинал работать парк, как работал парк и как работает сейчас, и как будет работать. Ровно четверть века назад в целях сохранения биологического разнообразия, устойчивого развития природы нашей республики, а также в интересах будущих поколений был создан Национальный природный парк Ленские столбы. За эти годы парк рос, менялся и прошел очень серьезный путь. Покорены многие рубежи, преодолены сотни препятствий. И сегодня я хочу показать, через что прошел парк, через какую призму времени, вспомнить, что было вчера, происходит сегодня и завтра. Но вы все прекрасно знаете, что история создания парка начинается еще с середины прошлого века, когда общественность республики осознавала уникальность и этническую привлекательность природных объектов, находящихся на территории, подняла вопрос о создании парка в Хангаласском районе. И тем не менее, это удалось лишь в 1994 году. Так, 16 августа 1994 года указом первого президента республики Михаила Ефимовича Николаевым было поручено организации Национального природного парка Ленские столбы, и во исполнении данного указа 10 февраля 1995 года правительством республики было вынесено постановление об образовании на территории Хангаласского и Алекминского улусов первого в республике Национального природного парка Ленские столбы. 27 августа 1995 года Михаил Ефимович, торжественно открывая парк, особо подчеркнул, что в каждой стране, у каждого народа есть памятные, почитаемые места, где человек с душой и телом ощущает величие и непостижимость Творца-Созидателя, свое единство с вечной природой. Для нас, для якутян, таким священным местом являются Ленские столбы, которые наряду с алмазами стали для всего мира символом нашей республики. В то время первым директором была назначена Любовь Даниловна Куприянова. Ныне она заслуженный эколог Российской Федерации, отличник культуры Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Хангаласского улуса. Под ее чутким руководством проведена огромная работа по созданию материально-технической базы, оформлению земельных дел, развитию экологического просвещения и экологического туризма. Благодаря ее плодотворной и кропотливой работе в течение долгих лет результат ее труда стал основой для дальнейшего развития нашего парка. Так как парк был создан в трудные 90-е годы, в то время штатная численность парка насчитывалась всего 10 человек. Но это их никак, ни в коем мере не смутило. Они занимались охраной природных комплексов, организацией развития экологического туризма, экологического просвещения населения и традиционного предпользования. За годы работы с сотрудниками парка была разработана концепция развития экологического туризма на территории парка, составлены договора с ведущими фирмами, работающими в сфере туризма, разработаны и оформлены маршруты по экологическим тропам, которые обустроили смотровые площадки информационными щитами и указателями. В 2006 году была проведена реконструкция экологической тропы на Ленских столбах. В парке проводились мероприятия по экологическому просвещению и развитию туризма. Ежегодно работала экологическая школа Ботома, где за годы работы лагеря отдохнули и получили экологические знания тысячи школьников республики. Многое из того, что внедрялось в те годы, были идеями министра охраны природы республики Алексея Васильева Гавриловича. К ним относится и международный проект «Канадский лесной бизон», его переселение и акклиматизация в Якутии. Строительство питомника лесных бизонов на территории парка местности Устье-Ботома началось в 2005 году и окончилось в 2006. В тот же год было подписано соглашение между Канадой и Якутией о передаче 30 бизонов из Канадского национального парка Эклейн в питомник лесных бизонов Устье-Ботома.
На сегодняшний момент их количество бизонов насчитывается более 250 голов. В 2006 году в целях приведения в соответствии с федеральным законодательством постановлением правительства республики парк был переименован в природный парк Ленские столбы. Начиная с 2005 года коллективом парка совместно с комиссией по делам ЮНЕСКО, правительством республики, коллективом Министерства охраны природы под руководством Григорьева Владимира Афанасьевича, научным сообществом начал подготовку номинации парка в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Необходимо с благодарностью и признательностью отметить руководителя Международного центра охраны природы господина Ханса Кнаппа, первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева, профессора Западно-Венгерского университета, проводившего изучение мерзлотного касса на территории парка Мартана Вереш, тогда еще вице-президента республики Евгения Саевну Михайлову, руководителя комитета комиссии ЮНЕСКО при Министерстве иностранных дел Григория Эдуардовича Орджоникидзе и ответственного секретаря по делам ЮНЕСКО Республики Елизавету Алексеевну Сидорову и многих других. Досье для номинации было подготовлено не без помощи именитых ученых, на основании их открытий. При подготовке номинации парка в список всемирного наследия большую помощь нам оказали Институт географии Российской академии наук, Палеонтологический институт имени Борисяка, Институт биологических проблем криволицезона Российской академии наук. Впервые Центр всемирного наследия ЮНЕСКО для включения парка в список всемирного наследия парк был номинирован в 2007 году. И лишь только в 2012 решением 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге признан выдающуюся мировой ценность как уникальных явлений и объектов, которые позволяют заглянуть в далекое прошлое, эволюцию и развитие жизни. Природный парк Ленские столбы был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО на основании 8-го критерия как объект, выдающийся образец, отражающий основные этапы истории жизни. За годы деятельности парка в основу трудов для включения парка всемирного природного наследия ЮНЕСКО легли научные работы, начавшиеся еще с середины XIX века, когда Николаем Меглицким были обнаружены архицайты у села Синск. В 40-х-44-х годах исследования наскальных рисунков в районе Ленских столбов занималась специальная экспедиция под руководством Алексея Окладникова. В 1982 году на местности Дерюга была найдена стоянка древнего человека, и археологической экспедиции под руководством Юрия Мочанова и Светланы Федосеевой были найдены сенсационные находки и сделаны открытия мирового значения. Российскими палеонтологами, биологами, геологами, докторами наук Российской академии наук, такими как Алексей Юрьевич Розанов, Сергей Владимирович Рожнов, Никита Григорьевич Соломонов, Петр Николаевич Колосов, Андрей Юрьевич Иванцов и многими другими с 60-х годов прошлого века изучены и до сих пор исследуются уникальные природные объекты, не имеющие мировую археологическую, геологическую, биологическую значимость. Многие годы в парке проводятся научные исследования сотрудниками Института биологических проблем криволицезона. На основании работ, проведенных на территории парка, написано более 30 монографий, более 100 научных статей почти на всех ведущих языках мира. Уникальное богатство объектов парка для научного сообщества послужило тем, что с первых лет деятельности на территории парка проводятся научные конференции и симпозиумы. Проводились международные конференции по мамонтовой фауне, по лосю, по мигрирующим птицам Арктики, по яростному расчленению Кембрийской системы. Благодаря огромной работе, проведенной работе правительством и сотрудникам Министерства экологии Республики Саха, ведущим ученым нашей республики и России, общественности и жителям Хангаласского улуса и республики, при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии, Института вне экологии, в рамках национального проекта экологии в 2019 году наш парк получил статус федерального значения. И в прошлом году был создан национальный парк Ленские столбы. Повышением статуса парка была проделана огромная работа по созданию
нового учреждения. Количество штатных единиц увеличилось вдвое. Ежегодное бюджетное финансирование на выполнение государственного задания выросло практически в 6 раз. В этом году в рамках нацпроекта «Экология» был создан новый государственный природный заповедник Медвежьи острова в Нижнеколымском районе, который вошел как структурное подразделение в структуру Национального парка Ленские столбы. На сегодняшний день по штатной численности учреждения по двум объектам составляет 83 единицы. В этом году только на финансирование текущих работ и выполнение государственного задания нашему учреждению выделено 86,4 миллиона рублей из федерального бюджета. На укрепление материально-технической базы национального парка в 19-20 годах Минприроды России выделило целевые субсидии на укрепление маттехбазы в объеме 110,7 миллионов рублей. Более половины субсидий из них было направлено на закупку транспортной техники. Для эффективной организации охраны национального парка были закуплены основные транспортные средства, вездеходы, снегоболотоходы. В числе крупного оборудования приобретены трактора. Для работы государственных инспекторов на удаленных участках приобретено 17 модульных домов. В апреле 9 модульных домов этого года были уже установлены. В Нижнеколымском районе в структурном подразделении государственного природного заповедника Медвежьи острова дополнительно создано 20 рабочих мест из числа местных жителей. В 2020 году перечислены налоги в месячные бюджеты в Хангаласском районе 5,2 миллиона рублей, в Нижнеколымском 566 тысяч рублей. На территории парка закуплена и установлена впервые метеорологическая станция, которая послужит созданию системы биологического мониторинга как в сфере традиционной летописи природы. Подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с Российской академией наук, Якутским научным центром, Северо-Восточным федеральным университетом имени Максима Кировича Амосова, Арктическим государственным арктическим университетом, Покровским колледжем бизнес-технологий, детскими и общественными учреждениями, туроператорами Якутии, членами общественного совета и индивидуальными предпринимателями. В этом году совместно с Агентством по привлечению инвестиций, Министерством предпринимательства и туризма Республики с целью привлечения инвестиций и стратегического развития парка мы приняли участие и вышли в полуфинал Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России, который проводило Агентство стратегических инициатив с проектом туристско-рекреационного кластера «Лена», включающие объекты туристской инфраструктуры Хангаласского улуса с границы его с Хангаласским районом. Сегодня мы наблюдаем положительную динамику посещения парка. В 2020 году действительно это был очень тяжелый год. Несмотря на ограничения пандемии, парк посетило более 12 тысяч туристов. Ежегодно нами проводятся работы по созданию более благоприятных условий для туризма, улучшению качества предоставления услуг, а также активно участвует в инвестиционных конкурсах и программах. Так, в этом году парк в ноябре месяце выиграл конкурс по проектированию и созданию реконструкции туристской инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, благодаря которому Минприроды уже выделило, согласно первого этапа, более 21 миллиона рублей. Национальный парк Ленские столбы осуществляет управление как на территории национального парка, так и государственным природным заповедником Медвежьи острова и является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением, имеющий целью сохранения природных комплексов, уникальных эталонных природных объектов, историко-культурных объектов, восстановления нарушенных природных комплексов и объектов, экологическое просвещение населения, осуществление научной деятельности в области охраны окружающей среды, осуществление государственного экологического мониторинга, создание условий для регулируемого туризма и отдыха. Уважаемые наши ветераны, дорогие общественники, друзья, коллеги, сегодня у национального парка замечательный день. За четверть века коллективом парка проделана огромная работа. Благодаря вам сегодня парк занимает достойное место во множестве особо охраняемых природных территорий Российской Федерации.
Нас впереди ждут новые задачи, и благодаря уникальности и неповторимости, оригинальности и своеобразию и отличию от других территорий, а также сплоченности нашего народа, проживающего на территории нашей республики, мы справимся со всеми любыми поставленными перед нами задачами, в том числе по сохранению уникальности природного объекта, по экологическому просвещению населения, развитию науки и сохранению биоразнообразия и туризма. Мы с гордостью продолжим ту многолетнюю работу, которую проводили наши ветераны. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья, успехов и долгих лет жизни. Спасибо.